Книга Ташидондок и Сергея Батоевых «История рода Бадмаевых, основоположников в тибетской медицины в России». Глава 2. Родственники Петра Бадмаева среди нас. Текст от авторов читает Баир Дугаржапов, ведущий научный сотрудник Агинского национального музея имени Гамбажап Цибикова. Завершающая часть 2 главы, часть 18. На Зум-Ундурском руднике как раз и трудился Базаржап Будаев. Однако в ноябре 1937 года его арестовали как врага народа. Ему было тогда 49 лет. В феврале 1938 года решением тройки НКВД Будаева приговорили к расстрелу. Жена Ешинхорла осталась с 3 детьми. Саране было 7 лет, Чимитторже 3 года, а Циринжап 13 лет. В дальнейшем определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР от 15.08.1974 года гражданин Будаев был реабилитирован за отсутствием состава преступления. Во время репрессий Ешинхорла Будаева была выселена из Зум-Ундура как жена врага народа. Пришлось с детьми кочевать в Урдагу и в другие местности. Но дети, к счастью, постепенно росли. В трудные годы Великой Отечественной войны, вплоть до 1946 года, Долгар Базаржапова приютил у себя Сарану, Чимитторже, Циринжап и их мать Ешинхорла. Ведь Долгар Базаржаповна была преподавателем географии, директором Таптанайской школы крестьянской молодежи, а потом инспектором Дульдургинского районного отдела образования. Так они вместе жили в Таптанае и в Дульдурге. Хотя им было очень трудно. Но Долгар была решительной и смелой женщиной. Надо полагать, что работники НКВД могли завести дело на нее. Но этого не случилось. Доносчиков, к счастью, не оказалось. Завязалась крепкая дружба с будущей корреспонденткой газеты Бурядунын Долгар Жукдуровной. В Таптанайской школе в это время училась Циринжап. Ей было уже 16 лет, Саране 10 лет, а Чимитторже исполнилось 6 лет, и он тоже пошел учиться в Таптанайскую школу. В 1947 году семья Ешинхорла, напомним, вторая жена Будаева Базаржапа, переехала в поселок Агинское. Базаржапова Саран поступила в Агинское педагогическое училище, а Чимитторже продолжил учебу в Агинской средней школе номер 1. В 1951 году Базаржапова Саран успешно окончила училище и была направлена работать в Зугалайскую среднюю школу Могойтовского района Агинского округа. Она преподавала русский язык, литературу и математику. Надо сказать, очень успешно и эффективно она трудилась. Все ее ученики показывали хорошие знания по этим предметам на различных комиссиях и конкурсах. И всего год проработав, Саран Базаржаповна по рекомендации директора школы Чимитова была направлена учиться в Бурятский педагогический институт на Бурятский факультет в городе Улан-Удэ. Хотя Саран мечтала быть и дальше преподавателем русского языка, литературы и математики. В 1956 году Саран Базаржапова вернулась в Агу с дипломом учителя. Ее направили в Токчинскую 7-летнюю школу Дульдургинского района Агинского округа. Здесь Саран преподавала свои любимые предметы, а мать Ешинхорла осталась в Агинском. Однако все чаще стала болеть мама, и в 1957 году она перевелась в Агинскую среднюю школу номер 1. И здесь Саран Базаржаповна продолжала преподавать русский язык, литературу и математику, показывая свой высокий профессиональный уровень учителя. Далее ее поставили на должность инспектора Агинского районного отдела образования. При этом она продолжала совмещать эту работу с преподавательской деятельностью в школе.
Следует заметить, что Читинское областное отделение народного образования высоко оценило ее плодотворную творческую работу. В 1968 году Базаржапова Сарың Базаржаповна вышла замуж за Большенимаева Балдыржы. Он был замечательным геологом. В семье родились дети Пурбоцырың в 1967 году и Дарима в 1970 году. Пурбоцырың окончил экономический факультет Бурятского сельскохозяйственного института, работает индивидуальным предпринимателем. Его жена Жанна, кандидат биологических наук, работает в Бурятской сельскохозяйственной академии имени Филиппова. У Пурбоцырың и Жанны есть сыновья Баир и Пато. Дарима окончила Читинский медицинский институт, замужем. Дети Даримы – Долма, Лупсан и Ринчин. В последующем Дарима Балдаржиевна стала врачом-тибетологом, работая в Дацанах города Улан-Удэ. Она успешно занимается сбором лекарственных трав в Бурятии и Монголии. Сыном Будаева Базаржапа и Ишинхорлы являлся Базаржапов Чимит-Даржи. В 1935 году он родился в селе Таптанай. Успешно окончил Агинскую среднюю школу номер 1 и экономический факультет Омского сельскохозяйственного института. Сначала Чимит-Даржи Базаржапов работал в плановом отделе Агинского окружного исполкома, но, мечтая стать ученым-экономистом, он поступает в аспирантуру Тимирязевской сельскохозяйственной академии города Москвы. Блестяще заканчивает аспирантуру, получая диплом кандидата экономических наук. Переводится работать в Бурятский сельскохозяйственный институт. Становится профессором кафедры института. К сожалению, он преждевременно умер. Его женой была Долма Жаб, которая трудилась преподавателем иностранного языка. Их дети Базаржаповы Валерий, Санга и Евгения. Они проживали в городе Улан-Удэ. Все получили высшее образование. К сожалению, из детей только Евгения жива, а остальные ушли в иной мир. Она замужем за Александром и живет в Улан-Удэ, имея 2 детей. Как мы указывали выше, от второй жены Будаева Базаржапа и Ишинхорла была приемная дочь Базаржапова Циринжап. Она вышла замуж. Так у нее родились дети Дарима, Роза, Ринчинханда, Валерий, Сысык, Сысыгма, Гындың. Таким образом, мы осветили генеалогическое древо Будаева Базаржапа, который являлся младшим сыном Батмаева Буды. Это родной брат Петра Батмаева. Итак, напомним, самой старшей дочерью Будаева Буды была Алхамажап, 1872 года рождения, далее сыновья Чимит, 1874 года, Асар, годы жизни 1879 и 1939, Циринжап, 1882 год, Циринdoндак, 1881 и 1901 годы жизни, Жамйин, 1884 и 1961 годы жизни, и дочери Циригма Долможап Бальжима. Теперь обратим внимание на 6-го сына Дансухана Бадмы, Дамдина Бадмаева, родного брата Петра Бадмаева. У него было 2 сыновей, Тыхы, то есть Дашицилин, и Ешинима Ламадын. Годы его жизни 1892 и 1938 годы. И дочь Намжилма, годы жизни 1909 и 1959 годы. Так именно Ешинима Дамдинов проходил учебу в Петербурге у Петра Александровича Бадмаева. По свидетельству его дочери Жаргалын Ешинимаевой, хорошо проявил себя отец в учебе, он даже отправлял посылки домой. Жаргалын отмечала: мы долгое время пользовались отправленным им большим ковром. Он был очень красивый и красоту не терял. Мы получили бузовар, посуда для варки буз, и ряд красивых фарфоровых и железных посудин. Он в итоге не принял православную веру и вернулся домой. По архивным данным Республики Бурятия, в 1911 году Ешиниме Дамдинову было 19 лет.
Это 1892 год. 1982 года рождения. Принадлежал к хоацайскому роду. Женой была Долможап Мункуева, 19 лет. Его сыну Жамбулдаржи исполнился 1 год. Семья располагала одной деревянной и одной войлочной юртой. В хозяйстве было 3 лошади, 12 голов крупного рогатого скота. К хоацайскому роду относился старший брат Ешенимы Дамдинова, так уважался Дамдинов. Тут отмечают, что 31 год было. Их матерью была Базарова Жалма, 55 лет. Сестра Дамдиновых Намжилма, 20 лет, имела годовалых дочерей Дарижаб и Дулмажаб. Семья Дагважалсана Дамдинова владела 2 домами, 2 деревянными и 1 войлочной юртами, 10 лошадьми, 39 головами крупного рогатого скота, 20 овцами и 10 козами. Такие подробные цифры, видимо, действительно из архива. Семья проживала в местности Хуэта-Таптане и Сыбыгыр. В 1916 году Ешенима Дамдинов вторично женился и взял в жены Янжиму, в скобке еще указывается Ригма, Дымбееву, 25 лет. Она, видимо, 1892 года рождения. Их приемные дети Амгалан, 11 лет, Жаргалан, 4 года. К сожалению, семья Ешенимы Дамдинова не имела родных детей. Но тут указывает возраст. Видимо, так было записано в архивных документах. В дальнейшем Ешенима, то есть Ламадан Дамдинов, принимал активное участие в борьбе за советскую власть в Агинской степи в период гражданской войны. Потом служил в Агинской милиции и работал в колхозе. Имел пулевое ранение в ногу, полученное от ярого контрреволюционера Дугара Тапхаева, вызвавшее пожизненную хромоту. 10 декабря 1937 года Ешенима Дамдинов был арестован. Приговорен 20 января 1938 года тройкой у НКВД по Читинской области. По статье тут указывается 58/7, 58/1 Уголовного кодекса РСФСР к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор приведен в исполнение 28 апреля 1938 года. Реабилитирован 27 октября 1989 года прокуратурой Читинской области. Сын Дамдинова Амгалан Ешенимаев жил в Таптанае. Работал продавцом магазина, а потом в колхозе. У него был сын Баир, который рано умер. В последующем Амгалан скончался в местности Амитхаша Таптанайского сельского совета. Дочь Ешенимы Жаргалан была замужем за Галазагдададаковым. Они жили в местности Агинской ремонтно-тракторной станции, ныне Амитхашинское поселение. В семье воспитывалось 6 дочерей и 1 сын. Это Александра, Сыржу, Дарижаб, Сысыгма, Дарима, Долма и сын Бадма. Жаргалан Ешенимаева окончила Агинское медицинское училище, работала медицинской сестрой в Агинской окружной больнице до самой пенсии. Приводим данные о другом сыне Дамдинова, Тыхе, обнаруженные в материалах старожила Бальжира Жаргалова. Так, Тыхе воспитывал дочь Хамажаб, у которой впоследствии родились свои сын Баир и дочь Роза. Родная сестра Дамдинова, Намжилма Дамдинова, вышла замуж за Ракшу Вампилова, который был родом из села Зуткулей. Ракша в годы гражданской войны был красным партизаном. В семье родилась дочь Ракшаева Пельжит, а затем родились дочери Ракшаин Дарижаб. Она была 1910 года рождения, видимо. И Ракшаина Дарима, 1910 года рождения тоже. Но тут указывают одинаковый год. У Пельжит воспитывался сын Аюр. Дарижаб окончила Центральный медицинский техникум в городе Москве. Работала акушеркой Агинской амачной больницы. Далее Дарижаб окончил Иркутский государственный медицинский институт в 1940 году.
Следует отметить, что Дарижа Бракшаевна стала первым кандидатом медицинских наук из женщин-буряток Агинской степи и Республики Бурятия. Самое активное участие она принимала в борьбе с туберкулезом в родных агинских краях. Эту же работу Ракшаевна широко продолжила в Бурятии, где являлась первым кандидатом медицинских наук среди врачей-фтизиатров республики. Автору Даштон Дагбатоеву пришлось несколько раз беседовать с врачом Дарижей Бракшаевной. Ее дочь Клара Ракшаевна также была талантливым врачом. Одна из первых в республике Бурятия, она защитила кандидатскую диссертацию по фармакологии индо-тибетской медицины. Очень жаль, что в расцвете творческих сил она ушла из жизни. У Ракшаевной Дарижа был сын Ким. К сожалению, он тоже рано ушел из жизни. Нам удалось обнаружить сведения о детях Ракшаевной Даримы. У нее родились дочери Тамара и Дежидма. У Тамары дочь Сысыгма и сын Цидинжаб. У Дежидмы имелись дети Болот, Беликто, Баирма и Баир. Однако о старшем брате Ишенимы Дандинова, Дагбажалсане Дамдинове, найти сведения в архивах пока не удалось. Много детей имела Надежда Петровна Бадмаева, рожденная от первой жены Надежды Васильевны Рябининой. Это сыновья Евгений, годы жизни тут указаны, лейтенант Андрей, дочери Мария, учащаяся, Александра, тоже годы жизни указаны, библиограф. Сын Любови Петровны Юрий был такой, внуки Петра Бадмаева Петр, врач-психиатр, Николай, старший научный сотрудник-химик, его сын Николай тоже студент, сын Николая Евгений, старший научный сотрудник-химик, дочь Николая Ольга, тоже химик, у нее дочь Мария, и у Евгения сыновья Алексей, химик по специальности, и Александр, сын Аиды Петровны Борис Гусев, писатель. У Бориса дочери Наталья, музыкант по профессии, и Екатерина, член Союза журналистов СССР и России. У Натальи дочь Елизавета, а у Екатерины сын Григорий. Таким образом, православную веру приняли Сультим, то есть Александр Бадмаев, старший брат Жамсарана Петра, то есть сын Ампил Бадмаева, 4 сына Бадмаева Буды и сам Бадмаев Жамсаран, то есть Петр Бадмаев. Все 7 членов семьи Бадмаевых служили России с честью и достоинством. Соответственно, нами приложено много усилий для уточнения и систематизации генеалогического древа знаменитой семьи Бадмаевых, которые были сподвижниками царского двора и основоположниками становления и развития тибетской медицины в России. Безусловно, мы не претендуем на исчерпывающие заключения по представленной теме. Надеемся, что читатели дадут справедливый отзыв на наши исследовательские материалы. На этом 2 глава книги заканчивается. Это была 18-я часть. Далее последует глава 3 «Родословная семьи Мунтаровых» из Топтаная. Продолжение следует. Текст от авторов читал Баир Дугаржапов, ведущий научный сотрудник Агинского национального музея имени Гамбажап Цибикова.